Маждалаца Хамсарнулгости. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». После длительного молчания, друзья, я сегодня решила с вами поговорить, объясниться, извиниться, ну и начать, наверное, снова снимать свои влоги, если вам это интересно. А то, что интересно, и то, что вы бы хотели меня видеть, практически каждый день вы мне пишете и в личку, и в комментариях. Но прежде чем я что-то начну, я все-таки хочу высказать, вернее, свои извинения. Я прошу у вас, у всех прощения и извинений. Я надеюсь, вы меня простите за то, что я не рассказала после того, как мы с вами сделали сбор, что и как, и что с моей снохой, потому что многие и в личку выходили. Так получилось. Я сейчас не буду объяснять, что да как. Я и сном, и духом не думала, что я настолько задержусь и вам об этом ничего не расскажу. По крайней мере, не поблагодарю вас, но так получилось. Я надеюсь, вы все-таки меня простите. Еще раз и еще раз я попрошу у вас извинения. А теперь немножко расскажу действительно, да, о сборе. Много, конечно, ну, немного, не скажу, что много, но были комментарии недовольные, что я не сделала отчет, что когда делается отчет, каждый день должна была я отчитываться, когда идет сбор, что я должна была каждый день отчитываться, говорить, что и как это все продвигается. Я никогда в жизни не делала сборы, поэтому и не знаю, во-первых. Во-вторых, конечно, у меня и времени не было каждый день отчитываться, и в принципе мне и отчитываться не было, потому что не в чем, не так. В основном деньги же поступали на их счета, но не они в принципе не знали откуда, потому что у нас была огромная реклама везде, это не я одна их рекламировала, этот сбор. Сбор делали очень многие люди, многие блогеры Инстаграма. Поэтому я бы не смогла точно, и сейчас я не могу точно сказать, сколько собрали денег именно мои подписчики. Но теперь это по-любому не актуально. Я хочу выразить вам огромную благодарность за тот посильный вклад, который вы сделали в моем сборе, в нашем сборе. И тем, кто просто делал дуа за мою сноху. Огромное вам спасибо. Пусть Всевышний вам вернет все это в миллион раз благом. Каждая копейка, каждый рубль был очень дорог для нас. Мы очень радовались. Вы не представляете, как мы были рады, когда начали поступать деньги. И от вас, и от других людей, и от всех наших знакомых, родственников, и от многих людей. Просто действительно там редкие были комментарии, что собирайте деньги со своих аулов, и в этом роде, да. Друзья, это была непосильная сумма для нас, для наших родственников. Все родственники, кто мог, сколько мог, конечно, вкладывали и вложились, и все помогли. Но для нас это была неподъемная сумма, 12 миллионов рублей. Все-таки, во-первых, в республике столько больных, пока не коснулись этого всего, лично я не понимала, что действительно очень много сборов. У нас есть благотворительные фонды, но в основном они помогают детям. Очень много больных детей, и люди очень им помогают. Поэтому обвинять в том, что был объявлен, можно сказать, даже всемирный сбор мною, меня там некоторые обвиняли в этом, я не знаю, было бы, конечно, неправильно. Мы ни у кого последнюю копейку не просили. Там некоторые писали это, что выпрашиваете деньги у пенсионеров. Не будем. Короче, деньги были собраны. Деньги начали поступать на счет с разных точек даже мира. И от моих подписчиков, и от друзей, и от знакомых, как я сказала. Мы объявили до объявления огромного флешмоба у нас остановился сбор. Когда было собрано около 5 миллионов рублей, сбор остановился. Деньги шли, но они ушли очень медленно, деньги не собирались, и мы в какой-то период были в отчаянии, что
не сможем. Во-первых, эти деньги нужно было собрать в кратчайший срок, в течение месяца, потому что болезнь у нее прогрессировала. У нас и это еще было. Поэтому вот так вот мы обратились ко всем людям, потому что действительно, да, родственниками, родными или просто ингушами, как нам было сказано, такую сумму в такой быстрый срок мы бы не успели, ну, боялись, что мы не успеем их собрать. Вот. И когда уже вот действительно приостановился сбор, и мы были в отчаянии, Всевышний всегда помогает. Как-то сидя, Мадина сказала: мама, давай я открою группу в WhatsApp, и мы сделаем флешмоб такой. И был, да, и в WhatsApp был сделан нами, в Инстаграме сделан другими девочками, и деньги снова поступать начали, и в течение суток, по-моему, мы где-то собрали, в течение суток было собрано около 2 миллионов. И в тот период как раз это и ответ тому человеку, который мне писал. Простите, конечно, мне все-таки хочется ей это сказать, что именно было зациклено то, что почему вы сами друг другу типа не помогаете, да, в своей национальности, в своем кругу, мол, на свадьбу вы ходите, там вы пируете, деньги там, ну, и в этом плане было. И вот я хочу теперь действительно сказать, что да, мы сами друг другу очень помогаем. И услышав об этом сборе, человек, который захотел остаться неизвестным, принял участие и положил в сбор 3 миллиона рублей. Это был один человек. Потом сбор еще где-то, наверное, эту ночь еще сбор продолжался, и уже оставалось 1 400 000 до 12 миллионов у нас оставалось, что вот остаток еще 1 400 000 нужно собрать. Об этом узнал тоже еще один наш парень. И тоже сказал, что все, он сбор закрывает, закрывайте сбор, эти 1 400 000 я вам пересылаю, и он тоже переслал. И вот в течение двух суток было собрано 5 миллионов, мы собирали почти 3 недели. А в течение 2 суток собралось вот этих вот 7 миллионов благодаря этим 2 парням, благодаря Всевышнему, ну, благодаря, конечно, всем, кто в этом участвовал. Еще раз скажу вам огромное спасибо, и теперь скажу о снохе. Да, я должна была и раньше это сказать, и про состояние снохи. Огромное спасибо, кто интересуется, кто очень много людей, которые постоянно мне пишут в личку, ну, потому что, конечно, да, я не выходила на связь, мне очень неудобно. И я каждый раз оттягивала даже этот ролик, потому что мне неприятно, ну, не то, что неприятно, мне неудобно перед вами уже из-за того, что время ушло. Но я надеюсь, вы меня простите все-таки. Сноха выехала в Китай с сыном, они уже пробыли там, я точно не скажу сколько, какое время, я уже, у меня последние дни тоже неприятности были, я вам тоже чуть-чуть позже объясню. Они уже дома, они уже 4-й день как дома, правда, я с ней еще не виделась, но мы с ней переписывались, общались, разговаривали, ей провели сначала химиотерапию, лечение, потом сделали пересадку стволовых клеток, но это по-другому как-то называется, я не знаю, медикаментозными терминами, я не знаю, как это называется, успешно. И, во-первых, когда они ехали туда, им сказали, что им надо будет там быть 3-4 месяца, но они пробыли, по-моему, чуть больше месяца, только если я не ошибаюсь. Потому что, машалла, у них все получилось хорошо, стволовые клетки хорошо прижились, они борются с онкологическими клетками, как я поняла. Но это будет потом, когда я уже пообщаюсь с ней более... У меня даже времени не было пообщаться с ней по WhatsApp в эти дни, потому что у меня тоже была напряженные дни, неприятности. Я вам сейчас расскажу. Сначала про сноху закончим. Короче, ей намного лучше. Ей нужно в феврале, как я знаю, уехать снова в Китай для проверки. И надеемся, что ей будет уже совсем хорошо. Вот как-то так, друзья. И в этом, конечно, приняли участие в ее выздоровлении. Благодаря Всевышнему приняли участие и вы, и вам за это, конечно же, воздастся благом. Желаю всем вам, друзья, и кто участвовал, и кто не участвовал, и кто просто интересовался, кто просто делал дуа, кто просто пожелал здоровья,
даже тем, кто не желал этого. Я всем вам желаю здоровья, 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 здоровья. И всем нам мира на земле. Вот как-то так, друзья. Небольшой груз с моих плеч упал. И я очень надеюсь, что вы мне ответите, что вы меня простите. Еще раз прошу вас прощения. И, мои дорогие, вы знаете, этот год для меня все-таки начался очень тяжелый, оказался для меня 2024 год. Как он начался, вы знаете, что он начался у меня, можно сказать, с самых тяжелых событий в моей жизни, с потерей мамы. И потом, когда мы узнали диагноз снохи, еще был один удар. Потом заболела старшая сноха, ее прооперировали. Это тоже был таким хорошим ударом, потому что в действительности, а до смерти мамы у меня уже практически, по-моему, 2 года, если не больше, год уже с лишним на диализе. У меня сестра заболела. Это все на одно накладывается. И вот после смерти мамы сестра была в тяжелом положении. Я чуть ли не, знаете, не могла прийти в себя. Я каждый раз, вот как после того, как умерла мама, сестра была в очень тяжелом состоянии тогда. И каждый раз, когда я, не видя свой телефон, трубку телефона, слышала звонок, я пугалась, что мне сейчас что-то скажут. У меня было такое состояние, пока сестре не стало лучше. Потом заболела сноха. То же самое. Вы знаете, вот весь этот год в напряжении. И вроде бы уже, да, вот все уже нормально, все идет к тому, что и снохе лучше, и второй снохе лучше. И сестра более-менее себя чувствует нормально. У меня заболела, друзья, Танзила. Заболела пневмонией, она лежала в больнице, и буквально вот 2 недели тому назад ей стало очень плохо. У нее отказали почки и печень. Она вся пожелтела, позеленела, она вся распухла, у нее не выходила жидкость. Такой тяжелый. Танзила у меня очень часто болела. У нее несколько операций. Одна операция была недавно на тазобедренный сустав, вы знаете. Другие операции были до того, как еще я открыла канал. В принципе, Танзила у меня такая, знаете, хотя она активная такая девчонка, но все-таки очень много болячек перенесла. И я несколько раз... Ей делали разные операции. 3 раза у нее было то, что ей нужно было делать операции. Но такой тяжелой я ее никогда не видела. И такой отчаявшейся тоже не видела. И вы знаете, на меня это очень сильно повлияло. Я настолько испугалась всего этого и так просила Всевышнего после каждого намаза. Вставала на тахаджуд намаз, просила Всевышнего об излечении ее, как бы то, чтобы он облегчил ее состояние. И очень много людей тоже, и на этот раз тоже, очень много людей молились за нее. И писали нам, и спрашивали нам, да, даже Танзила, мама говорит, я не знала, что меня так много людей любят. Вот. Но, алхамдулилlah, друзья, я слишком затягиваю, наверное, это все. Ей уже 3 дня, как ей уже лучше. Самые тяжелые 10 дней мы как-то пережили. Практически я и ее свекровь, мы не отходили от ее кровати, мы сутками дежурили и ночью, и днем, иногда вдвоем, иногда по одной из нас. Но Танзила выкарабкалась, алхамдулилlah, ей намного лучше. У нее повысился креатинин при норме 100, как сказала врач, у нее при поступлении был креатинин 1000 единиц. Мочевина была, по-моему, 40 при норме 8. И очень был сильно, я сейчас цифры не помню, очень сильно был превышен билирубин. Но сейчас, алхамдулилlah, я вот буквально час тому назад только поехала проведать, повезла ей поесть.
кушать готовлю я ей сама дома, потому что там, да, так получилось, что я так переживала, что она не сможет сойти с диализа. Ей начали делать гемодиализ, сделали 6 раз. И при поступлении, когда нам сказали, что нужно делать гемодиализ, это было для меня, конечно, гром среди ясного неба. Но врач мне сказала 99%, что она сойдет с гемодиализа. Не переживайте, ей должно быть лучше, она молодая, организм справится, мы ей поможем. И действительно, этот врач ей очень помог. Вы знаете, вот благодаря этому случаю я хочу просто поблагодарить всех, весь коллектив нефрологического отделения РКБ Назрани за их доброту, за их доброжелательность, за их участие, за их просто даже улыбки. Вы знаете, даже вот медсестры, медицинский персонал, каждая из этих девочек, я готова просто их расцеловать, потому что у них такое отношение к больным, не только к моей Танзиле, а ко всем больным. В любой момент дня и ночи, 24 часа мы могли обратиться к ним, и чтобы хотя бы тень была, что вот им неприятно, что их разбудили, что их позвали. Даже тени этого не было. Может быть, им было неприятно, что их будет, но они с улыбкой бежали, даже бежали, когда ты звал их. Еще раз огромное спасибо, и огромное спасибо лечащему врачу моей дочки Индире Яндиевой. Тоже очень профессиональный, очень хороший врач и очень доброжелательная женщина, молодая женщина, приятная такая. Вот таких приятных людей я, в принципе, не видела, не встречалась. Даже атмосфера этого отделения, мне кажется, просто лечит. Атмосфера медперсонала. Чистота, аккуратность, отзывчивость. Огромное им спасибо, чтобы им тоже благом все воздалось, чтобы Всевышний им воздал все благом. Ну вот как-то так, друзья. Как я сказала, все, Танзиле уже лучше, алхамдулилла, но пока она еще будет лежать. Катетер, правда, еще не сняли у нее, подключичный катетер был подключен для гемодиализа. Сегодня я приехала, вроде бы сегодня собирались снять, но пока еще не сняли. И креатинин у нее уже понизился. Я уже приехала, был 300, перед тем, как я сюда приехала от нее, 300 был вчерашний. Каждый день берут анализы. Вчерашний анализ показывал 330. Но вот после моего приезда Танзила сказала, что результат пришел. Креатинин у нее понизился до 170. Но она, конечно, еще слабенькая. И да, вы знаете, у нее еще такой был период, что она сильно осипла, и никто не понимал, что это. Дней 10 нам приходилось к ней близко подходить, чтобы расслышать, что она говорит. Голос тоже возвратился, восстановился, функции почек тоже восстановились, отеки спали. Она у нас была ужасно, жутко отечная, руки, ноги, даже. И сама она сегодня смотрит, мама говорит, я не была такой худой. Я говорю, ты просто привыкла, что ты дней 10 была в таких вот такие вот у нее, как у слона были ноги, пухленькие такие. Ткнешь, ямочка долго-долго не восстанавливалась, настолько они распухли у нее. Но это все теперь позади. Алхамдулилла. И не знаю, наверное, Всевышний все-таки испытывает нас на сабр, на то, что как мы справимся с этим, справимся с этой ситуацией, и, скорее всего, даже я. Но как-то, вы знаете, я, может быть, и боялась, но все равно подсознательно мне казалось, что Всевышний даст Танзиле выкарабкаться. И это произошло. И очень много людей молились за ее выздоровление. Я им тоже всем благодарна, потому что они мои подписчики, я знаю. И в отделении, где лежала Танзила, тоже очень много было моих подписчиков, что в больных, что медперсонал. Я всем вам, девочки, благодарна. Девочки, мальчики, всем, кто молился за Танзилу, кто ей желал здоровья. Огромное вам спасибо. Желаю всем, чтобы все вы были живы и здоровы, чтобы никогда ни одна мама не сидела рядом с больным своим ребенком, чтобы все
наши дети были живы и здоровы. Это самое большое счастье на земле. Ну вот, как-то так, мои дорогие. И немножко скажу о том, что вот я не снимала. Надеюсь, что я буду с вами дальше. Не знаю, не буду зарекаться, не буду обещать, как получится, так и буду выходить на связь. Много людей с Ютуба, и блогеры, и подписчики, очень много людей общаются со мной в личке, просят, чтобы я снимала. Особенно Зинаида Копева, я хочу ей сказать огромное спасибо. На протяжении этих 3-4 месяцев она практически, наверное, каждую неделю выходит со мной на связь и просит, чтобы я снимала. Лелочка, снимай, пожалуйста. Лелочка, снимай, пожалуйста. Выходи на дзен. Был такой момент, когда через VPN такой YouTube показывал. Она меня просила выйти на дзен, что твои подписчики за тобой пойдут, они перейдут, тебя же любят. И буквально 2-3 дня тому назад тоже она вышла, написала мне и говорит: Лейла, очень много интересуется, где ты, что с тобой. Пожалуйста, но она не знала этой ситуации как раз. И, выйдя на связь, я говорю: ну, у меня такая ситуация, Зиночка. Ой, она тоже расплакалась, плакала мне. Зиночка, огромное тебе спасибо. Огромное тебе спасибо, я тебе благодарна. И надеюсь, я все-таки у меня получится снимать и выходить с вами на связь. Ну, если вы хотите, хотела сказать, но то, что вы, многие этого хотите, вы мне сами пишите, что в личку, что в комментариях. Еще раз хочу вам выразить свою благодарность и извинения. Еще раз меня простите. Ну, вот как-то так. Мерштахудж.